Вы бы отпустили своего ребенка кататься на велосипеде по дороге, где ямы, лужи и ни одного фонаря? До недавнего времени жители Юбилейной в Малгобеке отвечали на этот вопрос однозначно. Нет, но теперь все изменилось. Детский смех и звон колес – лучшее подтверждение того, как преобразилась родная улица после реконструкции. В благоустройстве объект нуждался давно, асфальт на глазах разрушался с каждым днем. В 2024 году эта улица наряду с другими выиграла в рейтинговом голосовании. За ее преобразование проголосовало около 2000 человек. Это первая масштабная реконструкция. Ремонт здесь не проводился более 40 лет. Примерно столько же на ней проживает и Муса Бекбузаров. Он рад, что просьбы местных жителей наконец услышаны. Дети радуются, и мы радуемся. Из-за освещения тоже безопасно стало, да? Тоже запретил, да, все нормально. Асфальт была, что машина досадил. Работы на каждом объекте ведутся с учетом мнения жителей. Перед тем, как укладывать асфальт, устранили все подземные проблемы. Где-то меняли водопровод, где-то проводку. Все для того, чтобы потом не пришлось вскрывать новое покрытие. Необходимо здесь еще сделать дорожную разметку. Также на столбах размещены 9 энергосберегающих ламп с фотореле, то есть они не нужно, как раньше было, там, грубо говоря, мониторить, включать, выключать, то есть они сами автоматически и включаются, и под утро, то есть с рассветом они автоматически выключаются. Благоустраивают сейчас и улицу Береславского. Здесь ремонт начался совсем недавно. Да, сейчас рабочих не видно. Пауза из-за дождей, отмечает подрядчик. Настоящая полоса препятствий. Так они отзывались местные жители. Преображение родной улицы они очень ждут. Состояние дорожного полотна оставляет желать лучшего. Через канал мост Узнали машин, аях больница юдежа, машина парад, берешь школе ухожда, вахкинах через парк, через 5 улиц вода ух, кубахш больницы. Ух прямой до дехва бар вест 200-300 метров. Так тротуар хубаянт освещение хугиянт ухс. Короче, улиц хузнякся на хатой ждатах. Также за счет местного бюджета на этом объекте, где проходит городской дренажный канал, планируется возвести мост. Так получится соединить улицы Береславского с Гоголем. Вот если мы сейчас проложим в рамках городской среды Береславскую улицу и соединим ее с Гоголь улицей, здесь мы уже уверены, что мы разгрузим от автомобильных потоков улицу Горданова, которую мы давно хотим разгрузить. С руководителем больницы у нас уже достигнута договоренность о том, что условно, о том, что она здесь откроет калитку, и внутри больницы они проведут соответствующие работы. В рамках реализации программы в Малгобеке совсем скоро благоустроит еще одну улицу – Димитрова. Она также выиграла в рейтинговом голосовании в 2024 году. Там бригады приступят к работе в июле. Согласно плану, все объекты должны быть завершены до конца лета. Но, как уверяет подрядчик, сдадут раньше срока. В следующем же году будут отремонтированы еще 4 территории. В 14 числа завершилось у нас голосование. Мы проголосовали 9000 с лишним голосов у нас было за эти 4 объекта. Люди отнеслись не безразлично к этим объектам, территориям. Вот, у нас все это прошло. Обязательно в следующем 2026 году эти территории будут благоустроены. Федеральный проект формирования комфортной городской среды – один из наиболее успешных и эффективных проектов в стране. Его цель – создание нового облика городов, который соответствует стандартам качества. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, Магаз 24.